Эти маленькие ангелочки с бездонными глазами, но уже с не по-детски мудрым взглядом, подопечные фонда Ашана. В красивых нарядах они неспроста. К такому мероприятию дети готовились очень ответственно. Ведь сегодня у них важная миссия – вручить грамоты своим спасителям, людям, неравнодушным к их судьбе. У маленькой Евангелины Закарян врожденный порок сердца, а у 8-летней Асланы Джинджолия несовершенный остеогенез – заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей. Несмотря на свой юный возраст, они уже определились в выборе профессий. Неудивительно, что у них огромное желание спасать людей. Меня зовут Аслана, мне 8 лет. Я хочу стать врачом, чтобы лечить людей. Основным направлением деятельности культурно-благотворительного фонда Ашана, созданного в 2008 году бизнесменом Бесланом Шакая, является организация лечения тяжелобольных детей, проживающих в Абхазии, в лучших клиниках мира, а также сбор пожертвований для оплаты лечения. Не могу скупиться на слова благодарности в адрес каждого, с кем свела нас судьба. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить всех наших партнеров, информационных партнеров, друзей и помощников, волонтеров, благотворителей, попечительский совет, всех тех людей, без которых наши добрые дела могли не состояться. Мы гордимся тем, что фонд заслужил авторитет самой открытой и финансово прозрачной площадки. Имя фонда хорошо знают не только в Абхазии, но и в России. Нас и на Западе знают, поскольку фонд вылечил и лечит десяток наших детей в различных клиниках мира. Подавайте пример, вдохновляйте друзей, знакомых делать добрые дела. А если с вашей подачи участвовать в благотворительности начнет хоть один человек, вы умножите добро, и оно будет жить всегда, в том числе и благодаря вам в первую очередь. За 7 лет деятельности фонда Ашана с помощью благотворительной акции «Спасем жизнь вместе» собрано более 47 миллионов рублей, оплачено 274 курса лечения 162 детям. В 2018 году было собрано более 7 миллионов рублей, оплачено 37 курсов лечения 26 нашим маленьким гражданам. Многие подопечные фонда Ашана вылечились окончательно, многим из них была оказана медицинская помощь. За прошедший год было сделано достаточно немало, и, к счастью, фонд не останавливается на достигнутом. Как и в предыдущие годы, самое большое достижение фонда – это, конечно же, вылеченные дети. Медицинская помощь была оказана 24 детям. Ожидают приглашения на госпитализацию 2 детей. Многим из них были проведены операции. Другие прошли курсы реабилитации и диагностики в России, Хорватии, Армении и Италии. В рамках мероприятия был показан фильм о подопечной фонда Ашана Алене Шинкпа, которая на протяжении нескольких лет боролась с тяжелой болезнью – гематогенный остеомиелит бедренной кости. Благодаря поддержке фонда и неравнодушных людей Алене были проведены несколько операций, в результате которых у нее появилась возможность передвигаться самостоятельно, без помощи костылей. Кроме того, в рамках мероприятия выступил детский ансамбль «Каданс» с песней об особенных детях. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине, нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Доброта вершит судьбы и рушит крепости. Благотворительная акция фонда Ашана «Спасем жизнь вместе» – это еще раз лишнее подтверждение того, что все в наших силах, стоит лишь объединиться. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.